Растет количество жертв российского обстрела, прорыв оккупантов на фронте и покушение на Байдена. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Лондон поддержит Варшаву в обороне. С кем собирается воевать новый союз? Мы готовы выделить значительные средства на вооружение и укрепление жесткой безопасности. США и Великобритания напали на турецкий поток, по версии России. Просроченный украинский президент отказался продлить контракт на прокачку через территорию Украины природного газа в Европу. Лукашенко таки решился пригласить наблюдателей на выборы, но есть нюанс. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. До 14 человек увеличилось количество погибших от российского удара по Запорожью. 16 января в больнице умер еще один пострадавший, за жизнь которого врачи боролись все это время. Напомним, 8 января около 4 часов дня российские войска нанесли удар по Запорожью управляемыми авиабомбами. В результате атаки пострадали 127 человек. Были разрушены многоквартирные дома, промышленные объекты и другая инфраструктура города. Обломки попали в трамвай, маршрутное такси с пассажирами, повреждены припаркованные авто. Обо всех деталях вы можете узнать из нашего телеграм-канала. Еще несколько населенных пунктов оккупированы российскими войсками. По данным аналитиков, оккупанты заняли Песчаное, Славянку, Ясиново, а также продвинулись возле Новоандреевки, Дачного, Котлина, Звирова, Вовремьевке и Часовом Яру. Мы говорили с вами в прошлых выпусках «Нехты Лайф» о том, что оккупанты подбираются к Покровску и стараются окружить город. Внимательно следим и дальше за тем, что происходит на линии фронта. Ваши варианты развития событий пишите в комментарии, не забывайте. Не только Польша, Румыния поднимает в воздух истребители. Румынские военные были вынуждены поднять F-16 из-за активности шахедов на украинском берегу Дуная. Около 2 часов ночи в ряде деревень, расположенных у реки, была объявлена воздушная тревога. Жители сообщали о взрывах, доносившихся с украинской стороны. В районе деревни Плауру, напротив украинского города Измаил, обнаружено предполагаемое место падения российского беспилотника. Пока неизвестно, был ли это российский дрон, как предполагают местные власти, но угроза, исходящая от атак на украинские порты, продолжает затрагивать соседние страны. Президент Ирана в Москве. Путин и Пезешкиян подпишут договор о стратегическом партнерстве, но союз, похоже, скоро развалится. Визит завершится подписанием соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, но за фасадом единства скрываются серьезные разногласия. Их отношения начали охлаждаться после падения режима Башара Асада в Сирии. Москва и Тегеран, которые прежде выступали на одной стороне конфликта, теперь сталкиваются с конфликтом интересов в регионе. Иран рассчитывал на более значительное влияние в Сирии, но Россия заняла лидирующую позицию. Это вызвало недовольство Тегерана, подозревавшего Москву в сдерживании его амбиций. С российской стороны тоже нет полного доверия. Кремль настораживает все более самостоятельная политика Ирана. Великобритания и Польша начинают переговоры о новом оборонном пакте. Ожидается, что договор охватит широкий спектр вопросов, включая противодействие российской агрессии, борьбу с нелегальной миграцией и обеспечение энергетической безопасности. Заявление прозвучало сразу после визита Кира Стармера в Киев, где он заключил столетнее соглашение с Украиной и пообещал предоставить дополнительные системы ПВО и ракеты к ним. Варшава станет следующей остановкой в его европейском турне, цель которого – усиление координации с союзниками в сфере обороны. Мы поговорили об этом с польским экспертом Бартоком Теславским, о том, что может значить такое оборонное соглашение и для чего оно. Мы также считаем, что российская угроза является ключевой угрозой стабильности и безопасности в Европе. Мы готовы выделить значительные средства на вооружение и укрепление жесткой безопасности, что приближает нас к сотрудничеству с Великобританией. Если мы сможем, а я уверен, что сможем, предложить Великобритании поддержку и сотрудничество в сфере разведки на уровне их ожиданий, это откроет дополнительные возможности для взаимодействия.
близость Польши к России и Белоруссии, а также многолетний опыт и таланты польской разведки, о которых не стоит забывать, дают нам шанс предложить Британии важные преимущества. Как вы думаете, станем ли мы свидетелями создания нового военного союза и против кого будет воевать этот союз? Пишите в комментарии. Сможет ли он победить Россию? Тоже интересно. США и Великобритания причастны к атаке на турецкий поток, говорит постпред России в ООН Василий Небензя. Он утверждает, что вооруженные силы Украины пытались атаковать газопровод «Турецкий поток» под руководством США и Великобритании. Обвинения прозвучали на заседании Совета Безопасности ООН. Это дипломатия, которую мы заслужили. Просроченный украинский президент отказался продлить контракт на прокачку через территорию Украины природного газа в Европу, сделав существенный шаг в направлении дальнейшего подрыва экономического потенциала Старого континента. У нас есть все основания полагать, что атака на инфраструктуру турецкого потока совершена по наводке Вашингтона и Лондона, заинтересованных в подсаживании ЕС на дорогой СПГ из США. Напомню, Россия обвиняет Украину в дроновой атаке на компрессорную станцию в Краснодарском крае. Конечно же, на станции всего пара царапин, все позбивали, никто не пострадал. Но это последняя возможность отправлять российский газ в Европу. Российская пропаганда подействовала и на американского президента. Джо Байден боялся покушения, но не от России и ее спецслужб, а от украинских радикалов, которые, как он предполагал, могли сотрудничать с Москвой. Президент США Джо Байден рассказал, что его визит в Киев в 2023 году был связан с серьезными рисками. По его словам, он меньше всего опасался покушения со стороны Путина, считая это маловероятным. Я не думал, что Путин решится устранить американского президента. Я больше переживал, что радикальные элементы в Украине, которые находились под контролем или сотрудничали с россиянами, могут попытаться это сделать. 3 адвоката Навального отправлены за решетку за экстремизм. Суд запретил им защищать людей. Петушинский районный суд вынес приговор адвокатам Вадиму Кобзеву, Алексею Липцеру и Игорю Сергунину. Их осудили за участие в так называемом экстремистском сообществе, якобы за передачу мыслей Навального другим людям. Теперь Кобзев проведет за решеткой 5,5 лет, Липцер 5, а Сергунин 3,5 года. Вдобавок, каждому из них запрещено заниматься адвокатской деятельностью 3 года. Ребят, вы герои! Кобзев и Липцер признали вину, очевидно, под давлением, Сергунин нет. В последнем слове Кобзев, скорее всего, высказал мысли всех 3. Нас судят за передачу мыслей Навального. Мог ли он представить в 2011 году, что в 2024 его адвокатов будут судить за это? Адвокат Липцера назвал приговор ожидаемым, но защита будет обжаловать решение. Очевидно, что это не про справедливость, а про желание уничтожить все, что связано с Алексеем Навальным. Исполнительный директор депозитария вынес из ячеек клиентов более 160 миллионов рублей. Новогодние праздники для клиентов многофункционального депозитарного центра в Сочи обернулись шоком. Деньги из ячеек исчезли, а подозреваемым оказался сам исполнительный директор этой структуры Алексей Лазарев. По версии следствия, Лазарев вскрыл более 15 ячеек, вынув наличные на сумму более 160 миллионов рублей. Из них 600 тысяч долларов он закопал в лесу. Тайник следователи уже нашли, но куда делись оставшиеся 120 миллионов рублей? Загадка. Основная ценность нашей компании – это первое – безопасность, круглосуточная охрана депозитных ячеек силами Росгвардии, а при необходимости мы можем осуществить и инкассацию. Пострадавшие заметили пропажу после каникул. У кого-то исчезли все деньги, у кого-то часть. Многие хранили наличку для сделок с недвижимостью. Всего полиция получила 18 заявлений. Возбуждено уголовное дело о краже. Лазареву грозит до 10 лет тюрьмы. Внук императора призвал к деколонизации и уничтожению России. Глава дома Габсбургов Карл фон Габсбург, внук последнего императора Австро-Венгрии Карла I, считает, что уничтожение Российской Федерации как государства должно стать главной внешнеполитической целью Европы. Он цитирует украинского дипломата: «Большая Россия – большие проблемы, маленькая Россия – маленькие проблемы». Speak softly and carry a big stick, you will go far. Говорите тихо и носите большую дубинку, вы далеко пойдете. Европе, Европейскому Союзу просто нужно заново выучить принципы политики с позиции силы.
Часто говорят, что мы должны поддерживать другую Россию. Да, мы должны. В то же время мы должны быть достаточно справедливы, чтобы признать, что мы больше не можем найти другую Россию в самой России. В отличие от других европейских монархов, Карл активно вовлечен в политику. Ранее он был депутатом австрийского парламента от Австрийской народной партии, а сейчас занимает пост генерального директора организации, которая защищает права коренных народов, не имеющих государственности. МИД Беларуси неожиданно заявил о приглашении наблюдателей от ОБСЕ на предстоящие выборы. Документ был направлен в Бюро по демократическим институтам и правам человека, но времени для полноценного мониторинга уже практически не осталось. До дня голосования всего 9 дней. Можете, хотите, вставайте рядом. Не можете, уходите в сторону. Не мешайте. Выборы будут очень интересными, а после выборов будет еще интереснее. Ранее, 9 января, парламентская ассамблея ОБСЕ выразила сожаление из-за отказа белорусских властей от приглашения независимых наблюдателей. Видимо, белорусская дипломатия решила наверстать тогда, когда уже никто ничего не успеет изменить. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.